неделю она копит этот хлеб, относит хлеб маме с 3 детьми, своей маме, ну, своей дочке и 2 братишек. И в один прекрасный день от истощения сама мама теряет сознание. Без документов мама, 3 детей, им тоже тяжело. И тут мамин дядя с Беларуси пишет, чтобы приехала она, и он как-то попытался ей оформить документы. Тогда было такое время, что люди не могли, ну, своих куча, да еще чужих, и они их оформляют как подкидыши, сдают в детприемник. Это произошло 16 июня 1947 года в городе Баку. Мама все равно не останавливается. Она пытается всячески уговорить. Встаю даже на колени перед директором, но директор неумолима. Вы такая-то, такая-то. Закрытым судом вы бежали с мест высылки, закрытым судом вы приговариваетесь к 20 годам каторги. Мама потеряла тут же сознание, и они ее уже, говорит, очнулась, я уже в камере предварительного заключения. За один день, буквально вот за день, она полностью седая стала в свои 22 небольших. Все мое детство мать искала старшую сестру. Мы всей семьей надеялись, что она ее найдет, хотели увидеть ее. Она верила до последнего. Она верила и сказала, что вот в Узбекистане там ей на базаре какой-то старичок предсказал, какой-то гадальщик предсказал, что она в глубокой старости найдет свою дочь. Вернее, дочь начнет ее искать, что она найдется. Вот она верила до последнего. Она была у нас светловолосая, говорит, волосы кудрявые, такие глаза большие, темно-серые. Вот у нас карие у всех, а у нее темно-серые, потому что вот на папу она похожа была.